Начнем программу с сакральных смыслов визита президента России Владимира Путина в Татарстан. Для этого нам нужно вспомнить, как происходило именоречение нового стратегического ракетоносца Ту-160М, построенного на Казанском авиационном заводе. В Татарстане назовем его Ментимир Шаймиев. Есть этот новый ракетоносец. Это человек, который много сделал. Ракетоносец этот назовем именем Ментимира Шаймиева. Да, заслуживает, спасибо. Да. Это человек, который много сделал не только для страны, конечно. Большое спасибо. Президент России Владимир Путин в ходе осмотра новых самолетов предложил новый стратегический ракетоносец назвать в честь Шаймиева, так как Ментимир Шарипович очень много сделал для сохранения и строительства новой Российской Федерации. Генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь добавил очень важный факт. Он сказал, Шаймиев еще и сохранил этот завод. Ментимир Шарипович вместе с командой дал ему вторую жизнь. Знаете, я сам очень хорошо помню эти времена. На каждом совещании у президента Татарстана тогда обсуждались вопросы поддержки КАПО имени Горбунова. От зарплат рабочих до материально-технического снабжения, проектирования новых машин. Ментимир Шарипович лично обивал пороги московских кабинетов, чтобы сохранить отечественную авиацию, уникальных специалистов. Но тогда среди федеральных чиновников его мало кто понимал и поддерживал, то ли по скудоумию, то ли злонамеренно. Скажу прямо, мы сохранили уникальный завод только за счет усилий Татарстана и, что греха таить, за счет бюджета. Теперь время для важнейшего для страны предприятия, благодаря поддержке президента страны Владимира Путина, пришло. Но сакральный смысл события не в этом. Как известно, находясь в Казани, президент России Владимир Путин совершил полет на стратегическом бомбардировщике «Илья Муромец». Теперь рядом с этой машиной Ильей Муромцем будет летать стратегический ракетоносец Ментимир Шаймиев. Эти ракетоносцы – часть ядерной триады России, важнейшее оружие стратегического сдерживания. Напомню, Илья Муромец, как известно, главный герой русской мифологии, возглавивший оборону Древней Руси. Теперь рядом с ним будет защищать рубежи России татарский железный батыр Ментимир Шаймиев. Взгляните по-новому на картину Васнецова. И это символ нового времени, нашего российского государства. Не думаю, что кто-то рискнет выступить против союза этих двух богатырей. И еще на один момент я хочу обратить ваше внимание. Как известно, на открытие международного кибертурнира «Игры будущего» в Казань приехали президенты Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Республики Сербской. Кстати, интересно, президент России на открытии игр выступил в роли заправского журналиста и лично передавал микрофоны для выступления высоким гостям, подчеркивая тем самым уважение к дружественным лидерам и единство наших стран. Давайте послушаем небольшие отрывки выступления президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Құрметті Ресейдің президенті Владимир Владимирович, ең алдымен сізге үлкен ризашылығымды білдіргім келеді. Бұл ойын бірегей ойын. Дүние жүзінде бұндай ойын жоқ. Сондықтан баршаңызға сәттілік тілеймін. Келесі ойын Қазақстанда өткізейік. Aziz do'stlar, bugun mana shunday katta anjumanni hurmatli Rossiya prezidenti Putin Vladimir Vladimirovich tashabbusi bilan o'tkazayotgani haqiqatda bu dunyoda bu birinchi va men hamma uchrashuv birinchi mana shu kelajak o'yinlar uchrashuvlarini tabriklayman va Rossiya xalqini ham mana shu katta bayram bilan tabriklayman va bugun Vladimir Vladimirovich aytdi, mana shu Qozonda katta tadbirlar o'tayapti va Qozon xalqini, yoshlarini mana shunday bayram bilan ham alohida tabriklamoqchiman. Va bugun bu musobaqalarda O'zbekiston yoshlari ham qatnashyapti. Ularga ham men omad tilayman va omadlaring hammalaringga yor bo'lsin. Katta rahmat sizlarga. Что я хочу отметить? Мы, татары, понимаем эти языки.
узбекский вообще прекрасно. Встречи президента моего сердца Рустама Минниханова с лидерами этих стран, приехавшими на игры будущего на этой неделе, еще раз подтвердили, что Татарстан играет весомую роль в налаживании прочных связей России с нашими ближайшими соседями и мусульманским миром в целом. Когда раньше в своих программах я неоднократно призывал учить татарский язык и прогнозировал наступление нового миропорядка, где татарский язык будет нужен, надо мной, мягко говоря, некоторые недалекие коллеги посмеивались. Типа, где миропорядок и где татарский язык. И вот новый миропорядок наступил. Запад отгораживается от нас стеной. Россия, поверьте, надолго развернулась на юг и на восток. Сегодня очень нужны полилингвальные специалисты. Я уже не хочу обращаться к тем родителям, которые закоренели в своем невежестве, и к ярым противникам изучения татарского языка в наших школах. Я хочу обратиться к детям. Учите языки, учите в том числе татарский язык, и будете успешны, будете конкурентоспособны. И вот вам пример. На открытии в качестве одного из ведущих на мировых играх будущего выступал воспитанник нашего детского татарского телевизионного канала Шаян ТВ, ныне ведущий ТНВ Иван Остроумов. Он в совершенстве знает и татарский, и английский языки, и поэтому был востребован на мировом уровне. Согласитесь, это здорово. В целом, думаю, не все понимают значение тех событий, которые происходят сегодня в Татарстане. Главное – это провал политики изоляции России со стороны западных стран. И второе, не менее важное – именно в Татарстане в феврале 2024 года человечество пыталось смоделировать, хоть и приблизительно, образ цифрового будущего и место в нем человека, который может превратиться или в придаток глобальной информационной системы, или творца новой жизни. И то, что президент России Владимир Путин лично открыл этот международный турнир и пробыл в Татарстане целых 2 дня, только подчеркивает важность этого уникального события. И, конечно, лидирующее положение Республики Татарстан в нашей стране. Тимур Бекмурзин продолжит тему.